Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о необычной аварии, произошедшей на улице Хади Такташ. Зашли, сказали, подошли. В здание строящегося зоопарка въехал «Мерседес». Как и по какой причине? Покажем, чем закончился рейс одного из автобусов 18-го маршрута. Что делаешь? Иди спокойно. Просьба кондуктора вести себя потише переросла в массовую драку. Украли 10 велосипедов по отработанной схеме. Подозреваемые заранее подыскивали дома, где потерпевшие оставляли транспортные средства на первых этажах. Полицейские Казани задержали 2 казанцев по подозрению в серийных кражах. Это и не только. В ближайшие 10 минут. Необычная авария произошла этим утром на территории строящегося зоопарка на улице Хади Такташ. «Мерседес» под управлением 31-летнего водителя снес металлическое ограждение, въехал в здание и буквально в нем застрял. Многие работники даже не поверили своим глазам, когда увидели, что произошло. Ленар Гинатуллин был на месте происшествия. Услышали? Да нет, откуда мы вон там работали. Ничего не было этого. Мы мимо проходим. Работники строящегося зоопарка даже не сразу поняли, что произошло. О случившемся многие узнали только, когда их позвали на помощь. Зашли, сказали, подошли. Пришли на место и даже не поверили своим глазам. «Мерседес» буквально воткнулся в бетонную стену слоновника. По предварительным данным, его водитель двигался по улице Даурская со стороны Аметьевской магистрали. Судя по всему, проезжая крутой поворот, не сбавил скорость, из-за чего не справился с управлением. Дальше автомобиль ударился об бордюр, перелетел через газон и, пробив стену, завис над рвом. Водитель при этом не получил ни единой царапины, но рассказывать о происшествии не стал. Ну хотя бы скажите, что не будете давать комментарии. Прибывшим на место инспектором мужчина рассказал, что у него закружилась голова, из-за чего он и потерял управление над автомобилем и въехал в стену. Никаких спиртных напитков до этого не употреблял. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Ремонт обещает быть дорогим. Не исключено, что машина не единственная, что предстоит восстанавливать его хозяину за свой счет. Ущерб подсчитывается, все ограждение будет восстановлено. Чтобы не повторить подобных сценариев на этой территории, руководство зоопарка не исключает возможности установки бетонных блоков. Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, «Вызов 112». Оскорбили кондуктора, устроили потасовку и разбили лобовое стекло. Так завершился рейс автобуса 18-го маршрута. Поздним вечером нетрезвые пассажиры устроили настоящий дебош в салоне общественного транспорта. Со слов очевидцев, все началось с того, что 2 нетрезвых мужчин начали вести себя неподобающим образом. Просьба кондуктора вести себя потише не успокоила пассажиров, а только их раззадорила. Айгуль Бадрудинова продолжит. Что делаешь? Иди спокойно. Это самый разгар конфликта. На кадрах видно, как предполагаемые дебоширы дерутся с водителем автобуса. За последнего заступились и другие пассажиры, и в какой-то момент драка стала уже массовой. Не трогай, иди сюда. Подожди. Спокойно. Когда страсти стали утихать, пассажиры позвонили в полицию. Услышав это, нетрезвые мужчины поспешили покинуть салон автобуса. Прибывшим на место стражам порядка кондуктора рассказала, с чего все началось. Они начали меня матом покрывать, грязью просто обливать, как меня только не назвали. Поводом для оскорблений, говорит девушка, стало замечание, которое она им сделала. Поведение нетрезвых мужчин вызывало вопросы, и просьба вести себя потише никак их не успокоила. После многочисленных оскорблений, посыпавшихся в адрес кондуктора, за нее вступился водитель автобуса, а затем и другие пассажиры. Подвыпившие мужчины, по рассказам девушки, били не только по людям, но и по всему, до чего могли дотянуться. Они стойку начали крутить и лобовое разбили. Помимо сотрудников патрульно-постовой службы, на место происшествия приехали исследователи. Теперь стражам порядка предстоит восстановить всю картину произошедшего, а также установить личности нападавших. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». 56-летняя женщина погибла после падения с моста в реку. Трагедия произошла ночью в Набережных Челнах. Спасатели вызвал на место очевидец, заставший момент падения. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили женщину в воде. В состоянии клинической смерти ее госпитализировали, однако спасти женщину не удалось. А из пруда деревни Мануяс в Вознакаевском районе спасатели извлекли тело 42-летнего мужчины. Он пропал еще 22 июня. Спустя 4 дня его вещи нашли на берегу рядом с деревней. Водолазы искали тело в течение суток. Оно было найдено на глубине 3 метров в 10 метрах от берега. Причина происшествия устанавливается.
Брали чужие велосипеды и сбывали их случайным прохожим. Полицейские Казани задержали подозреваемых в серийных кражах двухколесной техники. Работая над раскрытием преступления, оперативники выяснили, что предполагаемые злоумышленники действуют по одной и той же схеме. Какой, знает Айрат Назипов. Массовые сообщения о кражах велосипедов поступали в отдел полиции в течение 3 дней. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники вышли на след предполагаемых злоумышленников. Ими оказались 2 казанца в возрасте 19 лет и 21 года. Действовали они всегда по одной и той же схеме. Предварительно было установлено, что подозреваемые заранее подыскивали дома, где потерпевшие оставляли транспортные средства на первых этажах. После этого исключительно в ночное время приезжали и, демонтируя защитный замок, похищали велосипеды. По месту жительства молодых людей оперативники обнаружили и изъяли 7 велосипедов. Все похищенные парни складировали на съемной квартире, после чего продавали их случайно прохожим на улице или сбывали в ломбарде. В настоящее время установлена причастность задержанных к 10 эпизодам преступной деятельности. По всем установленным фактам уголовные дела, возбужденные по пункту А части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кражи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, объединены в одно производство. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Айрат Назипов, вызов 112. Водитель Деонекси, заехавший в один из дворов по улице Рихарда Зорге, мгновенно привлек внимание местных жителей. Люди заподозрили, что мужчина находится в сильном алкогольном опьянении. Тогда же на место происшествия были вызваны сотрудники госавтоинспекции. Подробности в репортаже Рамиля Шайдуллина. Кто видел, он говорит, еле вышел. Местный житель Николай Фафанов видел эту иномарку во дворе впервые. Отметил, что многие соседи, заставшие водителя, пришли к единому мнению о его состоянии. То, что мужчина выпил достаточное количество спиртного, было видно невооруженным глазом. Впрочем, покинуть двор водитель Нексии уже не успел. Он приехал, нетрезвый был, за рулем приехал. Потом вызвали, соседи увидели, что он пьяный, вызвали полицию. Приехала полиция. И начали, как говорится, с ним работать. Сомнений в том, что водитель управлял иномаркой в нетрезвом состоянии, у автоинспекторов не было. Алкотестер только подтвердил все подозрения. И сказали, что значительно превышает. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения ему грозит лишение водительского удостоверения сроком до 2 лет и штраф 30 000 рублей. Его автомобиль же будет помещен на штрафстоянку. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. 30-летняя женщина отделалась легкими ушибами, попав под колеса автомобиля «Форд». Этим утром водитель внедорожника поворачивал на Карла Маркса с улицы Жуковского. Во время выполнения маневра автомобилист предварительно не пропустил пешехода, переходившего дорогу, на зеленый сигнал светофора. После удара пострадавшая находилась в сознании, но жаловалась на боль в руке. В результате происшествия женщину госпитализировали. Не мог остановиться на скользком асфальте и протаранил 2 автомобиля. Авария с участием 3 машин по принципу домино произошла на улице Чистопольская. Сначала «Газель» въехала в автомобиль «Киа», которую, в свою очередь, отбросила на «Опель Астра». Без пострадавших не обошлось. Обо всем по порядку. Нафиса Минязова. Пострадал, да, кто-то или нет? Очевидцы аварии, сами участники столкновения обвиняют в происшествии именно водителя «Газели». Автоледи на Kia Ceed двигалась со всем потоком по улице Чистопольская. Приближаясь к перекрестку с улицы Нигматуллина, поток остановился на красный сигнал светофора. Но этого не смог сделать следующий за универсалом грузовичок. Он протаранил сзади Kia и ее отбросил на впереди стоящий «Опель». Пострадала девушка, водитель корейской иномарки. Что с ним случилось? Сотрясение? К прибытию автоинспекторов автоледи уже госпитализировала скорая медицинская помощь с подозрением на сотрясение мозга. А водитель «Газели» назвал причину, почему не смог остановить свой автомобиль. Просто не соблюдали дистанцию или не обратили внимания, как это? Просто дорогу скользкая. Правила дорожного движения требуют от водителя выбирать безопасную скорость с учетом состояния дороги и погодных условий. Так что виноватым в ДТП с большей долей вероятности признают водителя «Газели». Нафиса Минязова, Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно прислать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.